В начале июля мне на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником полиции. Сказал, что он следователь следственного управления из города Москва. Мужчина говорил очень точно, я ему поверила, потому что никаких сомнений у меня не было, что он именно сотрудник полиции. Он сказал, что когда-то я на сайте покупала лекарственные препараты и положена мне компенсация. Но я очень сильно хотела получить эту компенсацию. И он сказал, что для того, чтобы получить мне компенсацию, мне нужно будет перевести деньги на счет, который он скажет. Я, естественно, сделала это через мобильный банк, перевела ему сумму. И после этого мне позвонил на сотовый телефон другой мужчина. Он представился сотрудником финансового отдела и сказал, что деньги, которые я перевела, были заблокированы. Вот. Через некоторое время я, естественно, тоже оплатила эти деньги, потому что я очень хотела получить компенсацию. Компенсацию они мне сказали, что будет 415 тысяч рублей. И через некоторое время мне стали поступать звонки. Также перезвонил тот же следователь, который мне звонил первоначально, и сказал, что мне нужно будет еще оплатить теперь страховку. Я оплатила страховку, тоже сумму, которую он мне сказал, и указал банковский счет, я ему перевела. И после этого звонки не прекращались, представлялись различными сотрудниками банков, налоговой, таможни. И вот предлагали мне, сказали, что чтобы получить компенсацию, нужно переводить деньги. Еще раз переводы. Я делала это неоднократно. Представлялись различными сотрудниками банков, налоговой, таможни. И вот предлагали мне, сказали, что чтобы получить компенсацию, нужно переводить деньги. Еще раз переводы. Я делала это неоднократно. После всего этого, когда мне компенсацию уже никакую, естественно, не выплатили, я поняла, что меня обманули, и написала заявление в полицию. Наиболее популярными схемами являются, когда мошенники представляются сотрудниками банков, сотрудниками различных правоохранительных органов, сотрудниками сотовых операторов. Очень много участилось случаев, когда потерпевшие заказывают товары на непроверенных интернет-сайтах. Необходимо в таких случаях не вносить предоплату, а заказывать товар в проверенных сайтах, никому не отдавать данные своей банковской карты, никому не диктовать коды, которые приходят через СМС-оповещение. Хотелось бы обратить внимание на то, что злоумышленники, как правило, звонят не с абонентских номеров, а с номеров, с городских номеров, начинающихся, например, 495, 499, 8, либо 8800. Это так называемая СИП-телефония, виртуальный абонентский номер. Еще важный момент такой, то что у этих лиц всегда поставлен четко голос, хорошая дикция, убеждать умеет людей. В связи с этим жертвы думают, что общаются действительно с тем человеком, кем они себя выдают. В настоящее время по данному заявлению проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.